Продолжаем дополнять информационную картину четверга. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Возрастная категория от 30 лет. Растет заболеваемость коронавирусом и среди молодых людей. Минимальный возраст, дающий право приобрести охотничье оружие в России, увеличен до 21 года. Все больше мусора и бытовых отходов появляется в лесах по Вилюйскому тракту. Мы разбирались в причинах проблем. 91 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Якутии за сутки, сообщает оперштаб. 57 человек заболели в Якутске, 6 в Мигино-Кангаласском районе, 5 в Амгинском, по 4 в Алданском и Вилюйском. 3 человека заразились ковид в Намском и Аймеконском районах. Еще в 5 районах заболели 1-2 человека. 2800 исследований на коронавирус за сутки провели лаборатории региона. Растет заболеваемость коронавирусом среди молодых людей. На сегодня в красной зоне городской республиканской клинической больницы лечения проходят 400 пациентов. Возрастная категория от 30 лет. Среди них и тяжело больные. Репортаж Катерины Винокуровой. 3 корпуса городской республиканской клинической больницы открыли красные зоны в прошлом году. Больница рассчитана на 480 коек, из них 30 в реанимационном отделении. Здесь, в самой горячей точке борьбы с коронавирусом, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии на сегодня находится 27 человек, среди которых и молодые люди. Ковид молодеет, больных с молодых в возрасте до 30 поступают. Раз в неделю это уже как стабильно для нас стало. В крайне тяжелом состоянии здесь находится в том числе и из-за осложнений и многих хронических заболеваний. Больница полностью оснащена аппаратами ИВЛ и всеми необходимыми медикаментами. Обеспеченность у нас стопроцентная. У нас на 30 коек 30 аппаратов искусственной вентиляции легких. На каждую койку по одному искусственному вентилятору вентиляции. На данный момент у нас находится около 7 пациентов на искусственной вентиляции легких. Кто-то находится на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Это тоже аппарат делает, он помогает пациентам дышать, когда они находятся в полном сознании и самостоятельно контролируют частоту своих дыхательных движений. 5 круглосуточных постов. На каждый приходится по медсестре, врачу и 2 санитара. У каждого всегда есть работа. 27 пациентов, и каждый требует ухода и внимания. Несмотря на то, что на сегодня уже выработаны строгие алгоритмы при лечении, болезнь протекает тяжелее. В последнее время стало намного тяжелее. Хотя, конечно, все лечение у нас известно, но заболевание уже трудно поддается этому лечению. И люди болеют тяжелее, намного тяжело. Хотелось бы, чтобы их призвать, чтобы они были более ответственны, все-таки они, чтобы берегли себя, свое здоровье и здоровье своих близких и родных. Коронавирус может подтолкнуть грани между жизнью и смертью каждого. Не стоит забывать об этом каждый раз, выходя из дома и надевая маску. Возможно, она единственная, что отделяет нас от ковидного госпиталя. Между тем, глава Чечни допустил введение жестких ограничений при отказе от вакцинации. Рамзан Кадыров призвал население региона проявить сознательность и привиться от коронавируса. В Чеченской Республике сейчас наблюдается рост заболеваемости на фоне обострения пандемии в стране. А работающие москвичи по-прежнему будут прививаться от коронавируса добровольно. Постановление об обязательной вакцинации касается лишь 60% работников определенных сфер, в том числе торговли, общепита, ЖКХ, транспорта, образования и здравоохранения. Ну а в Костромской области с 24 июня вообще вводят обязательную самоизоляцию. Возвращаемся в Якутию. 3 лесных пожара потушили за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Минэкологии. Продолжает устранять 10 природных возгораний. Отмечается, что леса горят на территории Усть-Майского, Ямиконского, Тампонского, Нюрбинского, Сунтарского, Верхневилюйского, Мирнинского и Ленского районов. Из них локализованы 4 лесных пожара. По данным космического мониторинга, также действуют 13 термоточек. Накануне прибыли в регион еще 95 специалистов Федеральной авиалесоохраны. Они направлены на тушение огня в Верхневилюйский и Сунтарский районы. Сегодня утром первый вице-премьер Дмитрий Садовников провел совещание КЧС по лесным пожарам в Якутии. На данный момент по итогам работы оперштаба мы фиксируем 10 пожаров в 9 районах на территории республики.
Также есть 9 пожаров, в которых мы по решению комиссии приняли решение о переостановке тушения пожара. И люди работают, 906 человек работает сегодня на этих пожарах, 70 единиц техники. Минимальный возраст, дающий право приобрести охотничье оружие в России, увеличен до 21 года. Госдума приняла в окончательном чтении соответствующий законопроект. Также вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на оружие. Однако право приобрести охотничье ружье с 18 лет сохранится за коренными малочисленными народами, профессиональными охотниками и работниками юрлиц с особыми уставными задачами. Кроме того, с 18 лет можно будет приобрести охотничье ружье для занятий спортом. Положение о покупке с 18 лет газового, спортивного, сигнального оружия и холодного клинкового оружия для ношения с национальными костюмами и казачьей формой сохранятся неизменными. Что касается лицензии, то ее не выдадут осужденным за ряд преступлений. Все больше мусора и бытовых отходов появляется в лесах по Вилюйскому тракту возле Якутска. Дачники, забирая мусор со своих участков, не довозят его до мусорных баков, а оставляют в лесу по пути в город или просто бросают мешки у въезда на свалку. В причинах проблемы разбирался Петр Васильев. Битое стекло, бутылки, бытовые отходы и даже строительный мусор. Такую картину оставляют после себя нерадивые дачники. Собрав всю грязь со своих дачных участков, они оставляют ее прямо в лесу или же просто складируют у ворот городского полигона. Первые сообщения от обеспокоенных дачников начали появляться с началом летнего сезона. Многие из них были удивлены тем, что прием мусора на городской полигон, по их мнению, внезапно стал платным. Даже за небольшой пакет мусора требовалось внести деньги. Однако, как рассказали специалисты, бесплатный прием был лишь в весенний период в рамках акции. До 1 июня мы принимали этот мусор. Сейчас мы также принимаем этот мусор, но уже на общих основаниях. Любой человек может подъехать туда, на полигон, либо туда, либо здесь, взять талоны на захоронение по цене от 123 рублей до 370. Тут в зависимости уже от вида мусора. Тем временем некоторые владельцы дач не придумали выхода лучше, как оставлять свой мусор в лесополосе. Причем лес завален не только бытовыми отходами, но и крупногабаритным мусором. Однако остались и те, кто заботится о нашей природе. То есть, получается, это вот близлежащий лес, поэтому будут засоряться, получается, вот этими вот мусорными. Сейчас уже, получается, такая тенденция есть, что где-то там выбросили, здесь, где-то здесь, получается, лежит этот мусор. И все это лежит и гниет, получается. Конечно, это не на руку людям, которые там проживают и вообще. Многие из тех, кто оставляет свои отходы в лесах, аргументируют такой поступок тем, что до города везти мусор далеко, а в районах дач нет специально приспособленных санитарных точек для сбора мусора. В итоге получается своего рода замкнутый мусорный круг. Решение проблемы предельно простое. Специалисты советуют провести собрание своего СОТ. Затем сформировать коллективную заявку и направить ее в городской департамент жилищно-коммунального хозяйства. После необходимых согласований решения Роспотребнадзора в районе дачных участков по предложению самих же дачников может появиться санитарная точка, которую будут регулярно вывозить. Петр Васильев, Александр Нестеров, Илья Сыромятников, Якутск. О реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Владимир Ионин в прямом эфире в соцсетях. Программа капремонта сформулирована в 2014 году и рассчитана. При этом у конструктивных элементов домов разные степени износа. Например, фундамент 30 лет, газ 20 лет, лифты 25 лет, а водоснабжение 15 лет. В зависимости от года строительства, какие ремонтные работы и в каком объеме в доме проводились. Из всего этого складывается программа капитального ремонта. В ней расписаны все дома, которые есть в республике. И все они в течение 30 лет по всем конструктивным элементам будут отремонтированы, сказал Владимир Ионин. А вот кто отвечает за чистоту во дворе домов? Можно ли самим проявить инициативу или лучше подождать коммунальщиков? Ответы на эти вопросы искали наши коллеги совместно с жителями Мирного. Ксения Исламова показывает свой двор по улице Ленина, 22А. Погулять с ребенком – проблема. Участок перед домом заставлен автомобилями, а с обратной стороны зеленая территория скрывает неприятные сюрпризы. Сейчас травка, но другая проблема. Наверное, жители нашего дома согласятся с тем, что когда вы выходите гулять со своими собаками, лучше взять пакетик и за собакой убрать. Потому что когда тает снег, это место все превращается в ужасное минное поле.
Часть территории оградили от собачников, но это не спасает от мусора, который некоторые жильцы бросают с окон. К управляющей компании вопросов нет. Есть большой вопрос к людям, которые всю зиму выбрасывают бычки из своих окон, потом другие соседи это все убирают, потому что им не все равно, на что они смотрят. Двор – это собственность дома, то есть самих жильцов. Границы территории зафиксированы в Государственном кадастре недвижимости. Если они не определены и не зарегистрированы, то по правилам благоустройства и санитарного содержания управляющая компания обслуживает территорию, равную 10 метрам от дома. Если рядом находится объект, у которого определены границы, тогда территория уменьшается. Уборку оплачивают собственники помещений. Суммы в платежках зависят от набора услуг, расценок компании и площади квартиры. Тариф на уборку, на содержание дворовой территории в настоящий момент 5,87 рублей с 1 квадратного метра жилой квартиры. Почему? У каждого собственника есть доля в общедомовом имуществе. То есть, да, и за содержание этой доли он отвечает. Уборкой придомовой территории заведует организация, которая управляет общим имуществом дома. Это могут быть управляющая компания, товарищество собственников жилья или застройщик. Также жильцы могут договориться с управляющей компанией или подрядчиком о дополнительных услугах, ландшафтном дизайне, возведении небольших построек, обустройстве мест для отдыха. Так и сделал Юрий Ковенко. Здесь был просто пустырь и заросшая территория, заброшенная, так скажем. И было как бы печально смотреть с окна, что это никем ничего не задействовано. И просто даже детям негде было гулять. А сейчас это прям радует глаз. Теперь во дворе Юрия красуется новая детская площадка. Но мало установить. Теперь надо облагородить территорию и содержать ее в чистоте. Юрий вместе с соседями не только выходят на субботники, но и сами занимаются благоустройством двора. Все инициативы жильцов поддержали в управляющей компании. Выделили жильцам инвентарь и материалы. Если выстроить диалог с управляющей компанией не удалось, то ее можно сменить или взять управление на себя. Так и сделали жильцы многоквартирного дома по Ленинградскому проспекту 11/1. Форма ТСЖ на сегодня это самая лучшая и эффективная форма по управлению домом. Но если у вас нету команды и вы один хотите в доме создать ТСЖ, то я не думаю, что вам надо начинать. Это сложно. Вы не справитесь один. Один из жильцов дома создал проект благоустройства двора. В ближайшие несколько лет в планах руководства ТСЖ воплотить проект в жизнь. Мария Флоренция, Кирилл Шолохов, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.